Ученый, душой болеющий за родной язык. Мероприятие, посвященное 120-летию ученого-языковеда, педагога, лингвиста Эмирасана Куртмуллаева, прошло в библиотеке имени Гаспринского. Эмирасан Куртмуллаев родился в 1902 году в селе Буюк-Озимбаш в многодетной семье. Он окончил Тутайкойский педагогический техникум и Крымский педагогический институт. Совмещал преподавательскую деятельность в родном вузе с работой в научно-исследовательском институте языка и литературы имени Пушкина. Куртмуллаев стал одним из ведущих ученых-лингвистов 30-х годов. Ярким подтверждением его заслуг в деле развития родного языка служит тот факт, что подготовленный им орфографический словарь крымско-татарского языка до войны переиздавался 4 раза. Куртмуллаев жеңіктен евел Қырым-татар тілі сасында ең семерелі вефаль çalışқан алимлерден бірі сайлақ, хусусан 1930 сенелері. О бір sıra дерсліклерінің муэллиф olmaqtan, ondan da gayrı муэллифдешлікте мектеплер үшін дерсликлер азырлаган. На мероприятии представили труды лингвиста, которые хранятся в отделе редких книг, рукописные и архивные материалы. Многочисленные научные труды Куртмуллаева по сей день не утратили свою значимость. Бүгінгі күнде біз бірқач тілшінаслық терминлері, луғатлары чықардық, дерсликлер чықардық ve bu derslikler üzerinde çalışkanda mutlaka bu insanların ve şu cümleden Emirasan Kurtmullayev'nin yapılan işlerini biz bakıp çıktık, öğrendik ve çok faydalı malumatlar aldık. Terminler, yani cenkten evvel kullanılgan terminler, cenkten evvel mesela grammatikada olgan bir incelikler. Куртмуллаевның дерсліктерінде берілген мына бұл терминдер, олар бұл яңы шыққан, мына бұл заманауи шыққан дерсліктерге бір esas oldu. Yani бұл қағиделерді біз да güzelce şekilde бермеге, да енді өзіміздің тілімізді çoğça kullanıp, çoğça sözlerini işletip, doğru бермеге imkan oldu bizге. Onun için elbette emniyeti pek büyük. Lakin onun dersliklerini daha terence elbette tahlil yapmak gerek, öğrenmek gerek. К сожалению, о жизни и деятельности Эмирасана Куртмуллаева известно немного. Его труды до конца не изучены и известны лишь узкому кругу читателей. В наше время появляются новые поколения крымских татар, и перед ними надо все время показывать наш язык, то есть создавать новые видеоформаты согласно современному времени, создавать видеолекции с нашей интеллигенцией. Хотелось бы, чтобы работы Эмирасана Куртмуллаева тоже в виде видеоформата подавались, и люди знали кратко об этом человеке. Эмирасан Куртмуллаев, как и все крымские татары, был депортирован из Крыма. Он душой болел за сохранение родного языка и верил, что крымские татары вернутся на свою родину. Самому ему это было не суждено. Эмирасан Куртмуллаев умер в возрасте 71 года и похоронен в Алматы.